Я хочу рассказать историю своей семьи. В Карачаево-Черкесской республике, в карачаевской семье из аула Верхняя Мара у моего прадедушки и прабабушки Байтокова Аслана Бекировича и Анисат Огурлиевны было 14 сыновей и 3 дочери. Когда началась Великая Отечественная война, они один за другим отправили на фронт защищать родину 10 своих сыновей. Этот случай является единственным в постсоветском пространстве. 6 братьев полегли на полях сражений, 4 брата вернулись с победой. Самый старший из братьев, Мохаммед Али, до начала войны он работал директором школы в селе Джаганас Ушакутинского района. Был призван в ряды советской армии в звании лейтенанта. Участвовал в боях на Курской дуге, где и погиб героически. Мухаммад. Выписка из наградного листа. Во время боев с немецко-венгерскими захватчиками в районе города Дебрецен в 1944 году под ураганными артиллерийскими минометными и пулеметным огнем противника, не щадя своей жизни и презирая смерть, выдвинулся за передний край и из своей снайперской винтовки уничтожил 7 солдат и 1 офицера противника. Во время контратак пехоты и танков противника Мухаммад не дрогнул, а стойко и мужественно продолжал отбивать контратаки, не отступив ни шагу назад. Своим примером он воодушевил остальных товарищей стойко держаться на занятых рубежах. Мухаммад посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен Мухаммад в Венгрии в городе Дебрецен. Ибрагим героически погиб, освобождая Польшу. Шогаиб героически погиб в районе деревни Лукьяново Староскольского района Курской области. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Мурат, самый младший из 10 братьев. На фронт ушел добровольцем в возрасте 17 лет. В 1945 году погиб в Германии. Хусейн призывался в армию в 1937 году, а в 1941 году начинал войну младшим политруком. Участвовал в освобождении Украины, Польши, а победу встретил в Германии. Служил в советской армии до 1947 года. Демобилизовался в звании старшего политрука и имел ордена и медали. По возвращению на родину, находясь в неведении о депортации своего народа, в 1947 году его арестовали в городе Глухори, ныне именуемом Карачаевск, и отправили в город Ставрополь в комендатуру. Сняли погоны и забрали все правительственные награды. Как врагу народа дали предписание приехать в Алмату и встать на учет в комендатуре. В 1967 и в 1968 годах он неоднократно обращался в Ставропольский краевой военный комиссариат по вопросу о возвращении ему правительственных наград, где ему отказали под разными предлогами. Чумур погиб, освобождая Сталинград. Азрет, Хусейн, Исмаил и Хасан вернулись с победой.